Фестиваль продлился больше 8 часов. Церемония закрытия прошла также ярко и красочно. На ней расскажет наш корреспондент Муслим Ганиев. Фестиваль в дружбе с народами продолжает радовать любителей национальных песен. На площади перед ДК Назрани снова звучат народные песни на разных языках, передавая самобытность каждой культуры. В дружбе с народами это не просто концерт, это настоящий праздник единения. Ингуши, чеченцы, адыги, народы Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На площадке здесь собрались артисты из различных регионов, которых объединяет одна музыкальная группа крови. Замечательная атмосфера, все встречаются, общаются. Мы встретили здесь коллективы из разных республик нашей страны. Все общались, посмотрели их выступления, очень было интересно. Мы не знали некоторые коллективы и с удовольствием их послушали выступления. Вот. И хотелось бы, чтобы таких мероприятий организовывались почаще. Вот, и мы общались, мы знакомились, вот, дружба народов. Фестиваль стал яркой демонстрацией богатства культур народов Кавказа и важности сохранения и развития традиций в духе дружбы и взаимопонимания. Мы в первую очередь поздравляем весь ингушский народ со столетием со дня образования государственности. Мероприятие очень важное для всех, для всего Северного Кавказа, для всего Южного федерального округа, объединяет разные народы. В принципе, само название фестиваля говорит об этом. Благодарим организаторов за подготовку, за приглашение, за новые знакомства, за возможность услышать и увидеть другую культуру других людей. Целый день в Ингушетии звучали песни дружбы и братства. Праздник национальных культур в дружбе с народами стал ярким событием в жизни республики и доказательством силы и красоты многонационального Кавказа. Муслим Ганиев, Магаз 24.